Привет, друзья! С вами Одинокий Чейз. На днях мы раскрыли двуличность наших соседей, когда они выставили фотографии русской модели с вызывающей внешностью. Я взял точно такой же видеокадр из телевидения, где точно в таком же виде представлен перед нами Танзила Чебиева. Так как они сказали, что это вот это девушки из Карачая Марьям поставили, потому что мы, чеченцы, почему-то они любим сильно, как ингуши, эту Танзилу Чебиеву. Но знаете, мы не обязаны любить эту Танзилу. Танзила, я не знаю, сейчас имя раньше почему-то нравилось, сейчас я уже хочу с вами познакомить с второй Танзилой Дзауровой. И она у нас тоже герой не хуже, чем Танзила Чебиева. Она у нас похитительница чеченских истангов. Короче говоря, воровка. Конечно, в нашем мире за руки никто они берут, руки никому они отрезывают, как и в шариатском суде. Все дозволено, тем более, если тебе позволяет и родные, и ТЭП, и главное, зовут на телевидении, почему и нет. И вот это, почему я нажился этой Танзила Чебиева, потому что это я просто выступил, показал, смотрите, точно такой же фотографии Танзила Чебиева, вот пишите под ним свои, вот это, вы же писали эти карачаевские девушки, такие грязные, сотни комментариев, что там толк не было, типа она проститутка, что там толк не было. Вот пиши, ни одного комментария ингуша, где бы осудили внешний вид этой Танзилы Чебиевой, нет. Поэтому я говорю, у вас реал двойственный, поэтому нам сложно понять. У нас обычаи одни, традиции одни, но почему-то вот то, что касается вас, это святое, это не надо трогать, а мы будем кого угодно там оскорблять, унижать, там, всякие высокомерно, вот это. И вот это то же самое. Потому что низкокачественные кадры у них. Вот они все проходят вот этот Азранский университет. Я не знаю, какие-то, я примерно, я 2-3 профессора, сейчас один, вот его руководитель умер, и вот они вот там, этих молодых девушек, это не только одна вот это здесь как сумасшедший, как стервозным характер, как собак выпускать это. Ведь они приходят там глупенькие, и их там обрабатывают. И вот они, вот честное слово, это очень много девушек в этой конторе Азранского университета вышли, они все сумасшедшие, все психически нормальные, стервы. Вот по-русски это стервозным характером. Вот она, вы бы видели, я несколько вот это посмотрел, прежде чем тут вам донести. Еще одна маленькая ремарочка, господа ингуши, это вам. Вы хотите, чтобы я коротко снимал, чтобы потом вам было легко, потом скажете, я не понял, о чем этот парень. Я не блогер, я вам объясняю, я что хочу, то и делаю. Буду заикаться, не заикаться, буду 2 часа снимать, 3 часа. Это вы за это не платите, музыку мне не заказываете. Так что я волен в своем доме, у себя дома. Вот я захотел, я выскажусь. Это мое высказывание. Это не последняя инстанция. Это можно, хотите, опровергивайте. Я не знаю, вот это хорошо, вот этот мусорная помойка Дозарь, это ингушская народная энциклопедия, вот этот, они убрали это видео, убрали где-то Арьям, и пост убрали. Я смотрел, не нашел. Это значит что? Это значит, вы специально хотели
хотели, да, вот вы получили свою голую, весь мир будет сейчас смотреть на него, вот вы получили свою танзилочку. Это так, знаете, это футбол, это игра две ворота. Я коротко говорю, вот потом, ой, вы не можете, вот это, да, кто вас заставляет? Не слушаете? Это я, честное слово, если был бы вот этот, кто-то следил бы, что я говорю, вот, чеченский, я это блоками бросаю информацию. Можно было, для этого есть журналисты, они могут провести журналистское расследование. Для этого есть блогеры, которые могут подхватить эту тему и сообщить, вот это, сами докопаться. Есть журналисты, расследователи, я не знаю, я писатели, историки, этнографы. И вот это я же сижу у себя, просто я очень много знаю, поэтому я просто раньше это все себе, кому я рассказываю, я вам рассказываю. Вот это хочу воровка, она воровка, потому что автор этой из книги, он говорит, что они его украли, его все вот это. Сейчас она после 2015 года вот этот резкий актор, я Скорский, вот он 87 по 95 год писал эту книжку про этот чеченский инстаграм, именно чеченский, не ингушский. А потом эту книжку не мог издать, там у нас Чечня война, и вот он в 2015 году, вот этот председатель вот, ингушского сообщества вот, Турции к нему обратился, он сказал, я издам твою книжку, это Миша Гутери. Главное, ты должен писать туда слово ингуши. Вот он согласился, я не знаю, в 2015 году, что Рамзан Кадыр, Чечня, это тоже вот этот резкий автор, а скорее всего, вот ингуши его обманули, обещали денег дать, и скорее всего кинули главную книжку. И издали на русском языке, как нужно для себя. Вот это, на основании вот этой книжки, вот этот Танзила Дзаурова издала свой этот знаменитый опус, это ингушские истанги. Вот она, я сидел целый час, слушал, что она говорит. Она смеется, она веселится, потому что она сейчас, как раз это 9 лет тому назад снятый фрагмент, это уже она, человек 9 лет писал книжку о Турции, она просто сидя вот взяла и вот это переделала, сама издала, человек списала и издала вот этот знаменитый вот этот опус. И вот эта похитительница чеченских истингов, сейчас она вообще, это 9 лет тому назад она такая. Она рассказывает, как же вторая женщина могла это истинги сделать. Это не накрасит губы, это не макияж, как каждый вторая. Это даже сейчас, вот этот дагестанцы, мастера вот этот делают, это не просто, это специальные люди, это поколение. Вот она как будто бы это накрасит губы, вот рассказывает, вот потом это пошла старушки, и она брала интерес, старая женщина, ингушская какой-то. Она говорит, эта женщина говорит, я понимаю по-ингушски, она говорит, нет, не любая женщина это могла делать. А потом это она говорит, прекращивает, говорит, вот это ведущая ингушская левитный вид, даже эта женщина не верила, что мы можем восстановить. Это она уже украла, уже все это пустил оборот, это потом она брала интерес. А она хочет обмануть нас, зрители, что вот эта женщина вот так сказала, она даже не верила, что мы можем, а мы это сделали. А эта женщина сказала, старая женщина, это не всякие, это женщина, как это по-ингушски. Это должна быть очень такая женщина, чтобы вот из Англии. А тут они маленьких детей ковер готовы, и типа они это делают. Ну, очень смешные фото. Рисовочки, это нам ни к чему, просто мы хотим сегодня, почему этот такой праздничный выпуск, потому что сегодня Святой Николай спустился к нам.
подарки в Европе, католической Европе, подарки детям. Мы получаем подарки везде, на своей работе, везде. Поэтому аналогия у меня появилась, вот этот Гринвич, «Похититель Рождества», вот этот фильм был. И точно так же вот этот Танзила Заурова, «Похититель чеченских истингов». Вы, дурочки, вы знаете, вы нас не учите, вы нам мы что, в Грозном все слепые были, глухие были, мы что, не видели, вот как это тут, даже тогда, 88 года, это Исаак Адзою, вот это Муса Долгия, вот этот Бексол Сценария, вот этот Бейбалат Богатырев, вот они уже, этот ячейка там, вот это, уже вы тогда уже вы ввели это античеченское подрывную деятельность, вы все крали, что нехорошо лежит там, все это Ингушетово из чеченских музеев, эти книжечки, все вот это опустошили все чеченские музеи, тем более, когда началась война, и благо у вас повод, давай мы наши ингушеты, мы их спрятали, потом мы вам отдадим. Многие экспонаты просто вам попали в руки, вы их купили. Это чеченские. Вы ограбили нас, чеченцев. Вы же плачетесь, вы ноете. Сейчас она ноет. Ой, у нас все, вот это, все у нас в 92 году всего лишились. Как лишились всего? У вас что, была война, в городе Азран пылал, он был под бомбежками. Вот как ваша история, город Назрани, никогда в городе Назрани не была, последний, если взять 300 лет, вот вы утверждаете, что город Назрани 300 лет, не было ни одного боевого действия, ни одного за эти 300 лет. Как вас бомбили? Куда пропали ваши бесценные сокровища? Вот это интересно. И мы же в Грозном же это видели. Все крали там. Что нехорошо лежит, брали. Сколько вы опустошили наших музеев. И вот это. И сейчас вот книжку ты украла у чеченцев, сама издала, и все. Великая ковроделица. Вот даже смешно. Просто давайте я не буду возбуждаться. Просто лицемерно. Вот этот Лейла Гагиева, вы даже не понимаете, я очень сижу и думаю, они все это Ингушского университета выходят, это Азрани. Я вот не понимаю. Вот Лейла Гагиева видели, какая она стереозная? Это то же самое. Какая-то, главное, смеется везде. Русским, вот она сейчас пошла ингушское телевидение, там смеется. Вот русский там напротив сидел бы, тоже смеялся. Вот насчет чеченцев, как будто бы мы преступники, как будто бы мы что-то украли. Вот это, какой-то злой взглядом, вот это пренебрежительно, вот высокомерно, вот как они ведут себя. Вот эта страна. Тоже в туфлях пришла. Блески. Зачем тебе блески надо? Вся в блесках. Вот этой косметики. Понятно, там среди мужиков мы крутимся, там толпы мужиков, это понятно. Вошла в сообщество Дурзука историческое, вот это. Потом Ни Чаха и Ахри. Вот это две конторы. Вот этот Ингушский госуниверситет, это не Чаха Ахриева, две вот эти кузницы пропаганды, они там их вербуют, как будто бы КГБ раньше это было. Вот они по этим институтам, по этим университетам, вот это вербовали агента. Вот у них вот то же самое. Они вот это преподаватель смотрит, вот там группа 40 человек, 50, 100 человек, вот это, лекции пришли. Все равно в любом случае, в любом лекции будет какой-то стойкий, как женщина-огонь. Вот она встает, вопросы задает, вот такая шустренькая, вот все шустренькие. И вот она, вот этот преподаватель замечает, вот этот хороший, его надо
обработать, нам пригодится во благо Ингушетии. Вот сколько жертв бедных, несчастных, вот весь Голливуд плачет, что их осиловали, всех через постель пускали, вот и все актрисы, актеры плачут. Я не знаю, вот я боюсь, что вы тоже потом будете плакать, что вас сильно заставляли. Ну, вот такой маленький ликбез. Я даже желания нет, вот зачем мне это рекламировать, вот это. А Маляша, она такая молодая, а вы не думаете, что она такая? Она сейчас стервозная такая. Сейчас она украла эту книжечку, все оттуда. Идея. Сперва в Грозном все опустошили, они все забрали себе на Зрань, а потом вот так книжку украл. Идея, главное, это истина, вот все узоры, вот это кабардинцы, вот раньше, когда вот русские сами же издали эти книжки, в 1890 году, кустарное производство Северный Кавказ. Там есть чеченцы, есть кабардинцы, есть даже дагестанцев, но нету там адыги, нету вот среди них, вот кто коврит производит, там же нет ингушей. А нет, это нет. Если вот примерно, это нет, это мы всю жизнь это делаем. А может, вы их покупали на рынках и вот у себя дома вешали? Вот она, вот вы видите, какая-то пошлая пропаганда, какая она низкая, какая она мелочная. Вот она рассказывает, как будто бы это пирожки сделать. Кто-то делает пирожки. Мука, вода, соль, сода, помешал, какая-то начинка и бросил. Вот это нет, это же мастерство, если это так было легко. Вот давай послушаем, да, что она хочет сказать нам. Интересные моменты мне Ханива Баби рассказывает. Идет такой момент раньше. Хэтфертаж, олуж находиться, истинги и хэтфертаж. Почти каждая вторая умела делать красивый хэтфертаж. Но фертом почти каждая умела делать тоже. Это просто войлок. Он одноцветный был, в основном он клался как покрывало или же подкладывался. А хэтферты он дороже оценивался, чем истинг. Конечно, его гораздо тяжелее делать. И, естественно, у каждой мастерицы были свои лекала, свой какой-то особенный орнамент, который передавался из поколения в поколение. У них, вот я знаю одну женщину, Хадзиева Зейнаб, в селе Нигули живет, она до сих пор сохранила лекала своей матери, и этот истинг она сохранила, который мать ее изготавливала. Сама она не готовила, но она тоже занимается рукоделием. То есть коврами она не занималась. А уже где-то в 40-х, в 30-х годах у нас и ковроткачеством очень многие женщины занимаются. Как раз я занимаюсь этой работой, я собираю сейчас всякие фотографии, где, допустим, и я знаю, что очень многих могут быть дома такие фотографии, на которые они не обращали внимания в том плане, что висит у них на заднем фоне. Очень часто вешали этот истинг до депортации, даже в годы депортации. Они вешали ковер и на фоне ковра фотографировались. На самом деле эта фотография бесценна в плане того, что она сохраняет этот орнамент. И вот именно такие фотографии я сегодня разыскиваю. Хочу их опубликовать в альбоме, который готовлю. Но даже если они не занимаются рукоделием, то, что они этот материал сохраняют, это для вас очень важно, наверное. Очень важно. Ты человек, который посвятил себя. Дело в том, что и после депортации, и еще после событий 92 года мы очень много потеряли. И фотографии очень люди, просто многие вещи, которые сохранили, могли бы сохранить. Они потерялись, вы же знаете, конечно, очень много утеряно, хотелось бы все это сохранить, но тем не менее по крупицам мы пытаемся восстановить. У нас очень мало сегодня вот работает в этом направлении
ученых сегодня вот, Обнадеживает то, что молодые специалисты за это взялись, у вас все еще впереди. да, вот Конечно, как раз мы да, этим да. занимаемся. Вы знаете, мы организовали общество, историко-географическое общество, Дзурзуки называется. У нас есть свой исполнительный директор Дударов Анзор. Это как общественная организация существует? Автономная организация, на общественных началах, конечно. Есть у нас свой председатель. Сотрудничестве с ней или как это у вас? Нет, у нас автономная организация. Мы, конечно, готовы сотрудничать с любыми, кто пожелает. Но у нас вот есть свои приоритеты. Первое, это мы первые свои задачи поставили. И самая основная задача – это подготовка новых кадров, это заинтересовать студентов, даже со школьной скамьи детей, именно нашей истории, культуры, археологии, этнографии. Дело в том, что это сегодня недоходная специальность. И я понимаю молодых людей, которые вынуждены содержать свою семью, они просто не могут заниматься тем, что им нравится. Есть такие люди, которые бросают науку только поэтому, потому что наука забирает все. Она забирает не только все, что вы можете где-то заработать или получить, она забирает все ваше время. Если говорить о материальных ценностях, то это никаких совершенно никаких нет, конечно. Да, это только духовное энтузиазм удовлетворение, да, духовное удовлетворение. И если вы на любой другой работе приходите в 9 и заканчиваете свой рабочий день в 6 часов, то наука — это 24 часа. Единственное, вы можете отдохнуть, если вам не приснятся сны, это во время своего сна. Потому что вы приходите домой, вы думаете об этом, вы делаете что-то, вы думаете об этом, о том вопросе, который вас заинтересовал. Вы исследуете это каждый день, каждую секунду, минуту. Поэтому работа довольно тяжелая, несмотря на то, что может показаться легкой. Тем более, не имея материал богатый, когда ты вынужден собирать все по крупицам. Благо, очень часто люди помогают. Мне, например, очень повезло с людьми, которые встречались мне в жизни. Мне очень многие люди помогли, и с литературой мне помогали. То есть могли подарить камеру, могли подарить фотоаппарат профессиональный. Это же сегодня, если ты не имеешь возможности купить, это большой плюс. Ну, видели, вдохновленные победами. Вот вы видели внешний вид этой дамочки тоже? Огромные туфли, смысл, очень большой каблук. Ты же, не рок-звезда, не певица. Вот я не пойму, Назрани вот так ходить в таких каблуках. Вот они любительницы. Все любительницы вот эти. Вот она врет, и вот видите, вот сейчас в течение 1 минуты 3 раза она тронула волосы, ухо. Когда человек врет, он нервничает, трогает части тела. И вот напротив сидит такая женщина, девушки тоже, кто-то такой же возраст. Но как она красиво одета, прилично одета. Хотя этот не исламская программа, просто про национальные. Вот этот, вот как одета, вот это идущая, как одета вот эта дамочка. Вот они все очень реальные личности, они очень чистые, кристально чистые люди. Для других они вот так, а между вот это. И вот видео, если я не стал, она показывает видео, вот видите, мужики рядом, женщины, а вы видите, вот это укор тоже, женщины, это много, вот я не знаю. Тоже Танзила Чаби поехала, там было 3 человека, оператор, мы же не знаем, это мужчина или женщина. Но рядом с Танзилой же нету женщины. Есть этот Руслан Красавчик Аугио, молодой парень. Мужчина, не парень, а мужчина. Та же женщина замужная, ну женщина. И в горах, высоко в горах, на машине, скажем, на одной машине поехали. Она женщина, вот там в кадре не видно женщин. Поэтому я и говорю, странные у вас дела-то ваши. Но это понятно, у тебя дома в своей кровати, что вы делаете, нам это не интересно. Но вы это мораль толкаете нам, а мы должны вас слушать. Не только мораль, вот это все, вот это все, вот это. Вот она все это рассказала, весь Кавказ, все, что лежало в интернете, они, вот это странно, вот это, даже не гнушаться, бывает, должно гнушаться, что, может,
чеченский орнамент. Нет, это ингушский. Мы, главное, издадим книжку, и все это уже будет наше. Это адыгское, кабардинское, черкесский или дагестанский. Нет, вот это страны. Вот что они делают, поэтому они молчат. Вот, если интернета не было, что они делают, вот это тоже непонятно. Я знаю, что ничего не делал, как и раньше сидел. А сейчас, когда современные технологии, вот это Миша Гуцери академию, цифровую академию там построил, вот я не для того, чтобы обучать молодых людей, чтобы вот это новым реальным, не компьютерным делом. Нет, вот для такой пропаганды. Там они посмотрят, вот, поток там 40-100 человек, и увидят там 3-4 человека, которые шарят что-то, вот это, потом подойдут, скажут, ты, вот это, именно для потока. Они используют этот университет, и вот сейчас цифровую академию будет использовать для того, чтобы оттуда вот брать, это, делать эти группы, как Довзар, и творить свои грязные, черные дела. Мы, ингуши, мы ни при чем. Нас помазали, Бог нас помазал. Интересно, дорогая Заурова, может, вы из династии Кауравов, в Кашмире говорят, это северный Индия, индийский штат Джамму-Кашмир, Кашмир это мусульманский, там, говорят, есть древняя династия Кауравов. Может, вы к ним принадлежите? Говорят, ваша фамилия очень-то там, вот это, вы оттуда, наверное, вышли. Вот Зауровы, Мауровы, Базоркины, Бузуртановы, вот Чабиевы, да, бедный ингушский народ. Попались в рабство своим ингушам, которые проживали в вот бывает, вот как это, чистые ингуши попали в рабство вот этим полукровкам, которые вышли непонятно откуда. И, скорее всего, эти профессора, это университеты тоже смотрят на фамилию. Они не будут брать чисто ингушской фамилии, потому что это сложно его обработать. Все равно порядочного человека внутри что-то будет. Стержень есть. Я не говорю, что ингуши не мужики. Молодцы, герои. Но это они просто тихо, мирно существуют на этой территории. А вот эти выскочки, вот эти провокаторы, вот эти левые элементы, никчемы, вот эти еще эгоисты всякие, артисты все, и вот это, им нравится, конечно, нравится, когда им комментарий, ой, это Танзила Чабиева, какая-то хорошенькая, вот тоже сейчас речь я опустил, вот, а сейчас это будет, смотри, как ты разговариваешь, как она разговаривает. Я не галгасский, чтобы вот так разговаривать о русском языке, я чеченец, поэтому у меня будет диалект. Если у меня отец или мать была бы русская, или осетинка, или грузинка, или армянка, или цыганка из Индии, вот я тогда говорил бы на русском языке, как она. Я чистокровный чеченец, поэтому я не говорю, потому что нас нет. Чеченский язык самый главный. Вот они не чистокровные, поэтому они шпигают, как по-немецки шпигают, по-русски хорошо. Скорее всего, в семье или отец, или мать. Русская, осетинка, грузинка, армянка. Вот это, поэтому. Не потому, что они ингуши родились в Жайрахе, Плиевы, Кантышевы, и вот они так красиво по-русски говорят. Нет, это потому, что они не ингуши, они, как сказать, чужеродные люди. И как это,
ты Осетии, она не сможет и пошлет подальше. Чечню пойдет тоже, скажет, иди, давай отсюда. Таких знают, сколько у нас. И вот они могут утверждаться в Ингушетии, потому что какой-то у них есть вот это, я не знаю, какой-то комплект неполноценности. Сколько я знаю этих ингушей, нормальных, здоровых ребят. Почему у вас должны быть вот эти выскочки, непонятно откуда? Они же воруют, если они не воровали бы, если они бы бегали по этим горам, а не этими мужиками, а вот порядочными учеными, там, докторами, профессорами. Вот пошла бы вот эта целая вуз, группа, какой-то экспедиции, были бы хотя бы мусульманская страна, женщина даже не может бегать по горам, кто его контролирует? И вот поэтому я говорю, странно. Вот для кадра, там, 5 минут вы постоите, это не экспедиция. Как вы обследуете это? Вот покажите, нам очень интересно. Вот говорит, да, вот поэтому, скорее всего, вот я заметил, это Лейла Гагиева тоже так же очень хорошо говорит по-русски. Вот это Танзила Заура очень хорошо говорит по-русски. Это Танзила Чабиева очень хорошо говорит по-русски. Они, вот кто говорит хорошо по-русски, они на своем ингушском не говорят. Русский бузуртан, понятно, это наша скотина из Грозного, который... вот это, был заслан в Грозный, но оттуда к первому выстреле вот этот, как этот, выстрел, микрофон услышал выстрел, испугался, и штаны наложил, и убежал. И сейчас мстит нам, чеченцам, за то, что там стреляют. У вас, товарищи, в свадьбах не стреляют? У вас что, полицейские ходят без оружия? Почему вы, вот у нас в Чечне, вы пугаете этого оружия, у себя вы не пугаете? Вот это. Странно было объяснение вот этого пожилого человека, ингуша, русского Озуртана, что вот он сбежал с Грозного с матерью в охапку. Я поэтому и говорю, какая-то сектантская, какое-то вот это что-то есть. Это я не должен это расследовать. Это вот я вам высказал, информации дал, это ваши товарищи журналисты, товарищи блоги, товарищи историки, товарищи этногописатели. И вот это ваши, или это ваша задача это посмотреть, потому что это я вижу, что многие вот оттуда, вот они почему-то русские очень хорошо должны говорить, а почему по-ингушски не говорят, вот не было вот это. По-моему, этот Заура даже ингушский языки не понимает. И Танзил Цабия тоже сам. Вот они не понимают это ингушское. И я к осетинам, вот в прошлом ролике тоже, я сравнение сделал с осетинами, поэтому многим, наверное, это неприятно, товарищи осетины, извините меня, я вас очень люблю. Честно, вот этот парень, который у меня живет, осетин, из-за этого осетина, я он то мусульманином был, конечно, и вот вы тоже, я просто так я не говорю, поэтому как сравнивать, они не хотят, если я с нами будем сравнивать, они там задохнутся от плача, поэтому я их жалею, поэтому сравнение с вами, потому что они вам неровно дышат. Раньше создавали совместные семьи, вот только хотели жить в этом пригородном районе. Величайший писатель всех времен ингушей Базоркин, Владыка Каз даже не выходил. Он был любителем ходить в ваши супермаркеты, а потом про чеченцев писать. Просто примите сведения. Я же, а не блогер, почему я должен все это подробно рассказывать, исследовать. Зачем мне? Вы же, если понятно, какой-то информационный повод был, я говорю просто для себя, просто высказывать. Может, это потом когда-то книгу
Может, я сейчас не хочу никаких книг вот на тему чеченцев, ингушей, я не хочу никаких книг. И у меня есть свои темы. Ну, а вдруг? Вот, я на одну книгу уже наговорил, если честно. На одну книгу я уже наговорил. Вот кто говорит, ой, ты хочешь уйти, нам будет вот это. Там очень много роликов, они поленили, не поленить. Сперва subscribe, чтобы я не потерять меня. Потом идите. Там не так, я год как только снимаю, там будет и Бангкок, будет и многие другие города. Йорк нам очень коротко, там, это потом идет вот это. Очень много видео вы не видели, там 70 просмотров, 80 просмотров. Часовые видео стоят, а почему вы просто, я потом сделаю плейлист, и вы просто будете смотреть. Я не могу, если у меня нет микрофона, если я не могу профессионально этим делом заниматься, я не хочу. Просто лучше зря они тратят. Потому что это ингуши мне накидывают очень много жалоб. Даже лайки, они очень должно быть много, они уходят, все исчезает, потому что смысл. Я же а не за этих лайков, все равно, когда ты делаешь работу, если это должно быть кого-то, вот это какой-то иметь смысл, там, если просто так, я могу на своей работе так сидеть, общаться с коллегами, могу кого-то пригласить себе домой, просто пообщаемся. Я так и раньше делал, я очень много историй знаю, просто рассказываю. И вот это смысла нет, потому что это же труд, это, знаете, нужно сидеть, это надо, иногда очень сложно. Ты не хочешь садишься, и еле-еле там, не знаю, это надо несколько видео посмотреть. Я же не могу просто так сесть, вот прежде чем сесть за этой девицей, я не несколько, 5, 6, 7 посмотрел. Вот, и я сперва подумал, почему про нее так говорят, старый, когда она видела, она такая, внешнее видение, и доверие она не вызывает. А тут она уже сделала себе вот это имя, и вот заметьте, это телевидение Ингушетии ее не пригласило до 2014 года, не пригласило до 2013 года. В 2016, когда она вот это издали из Турции эту книжечку про чеченские истории, и вот она сейчас на высоте, и телевидение Ингушетии ее пригласило вот рассказать про эти истории. А что, раньше почему? А это, знаешь, это после вот этого похитила, они и так были похищены, просто у них не было общей картины, и вот этот чеченец, вот я какой-то мутная история, если честно, я как-то вот 2015, если ты так любил этих чеченцев, ты чеченец, почему ты отдал в руки ингушей? Вот это непонятно. Вот просто поверили им на слово. Вори, как багдадского, не чисто на руки, они же воруют все. Весь Кавказ оборвали. Сперва опустошили Грозный музей, а сейчас весь Кавказ. Какой-то орнамент интернета, все, это ингушское, и давай печатать. И вот эта женщина, по-моему, тут это репортаж тоже был. Вот это говорит, это старушка, я специально вам показал, она вот старушка, ей лет 80. И вот эта Танзила Заурова говорит, что вот она сохранила истину к своей матери. Она была на полу. Вы видели? Это новое. Истина, вот это, а не ковер, этот красивый, вот этот истина, знаете, она сама по себе, она уже, как бы, как ржавчина, вот знаете, она не может быть вот она на полу, вот они везде это лепят, вот это постоянно, вот на полу было привезен откуда-то исток, поставили на пол, поставили эту женщину, она ничего не говорит, там пару слов сказала, и вот она потом за кадром утверждает, что это она сохранила истинг своей матери. Знаешь, если ей 80 лет, ее матери там 80 лет, сколько это? 100 лет? Вот 100-летной давности истинг.
как она сохранила? Депортации пережила. Вот это странно, странно, странно. Как она, это огромный, видите, какой размер этой истории? Огромный он. Как она депортация, как она могла его отвести депортации? Если ей, женщине 80 лет, она говорит, ее матери это история. И вот это ложь, гуд, вот так, вот даже вам, ингуши, действительно вот это слушается в радио. Вот вас даже за людей не считают. Вот русские, вот если бы что-то про русских говорили, русские возмутился бы, а вы в рот воды набрали, молчите, и главное вам, как она красиво говорит. Это ничего, что это она непонятно кто. Вот это чистый, вот Арабхана, не чеченцы, вот молодец, она сказала. Она нет, она не за чеченца это сказала. Она сказала, защищая главу своей республики. Вот она вот тогда, защищая его на телевидении Ингушетии, она сказала это. Что это никогда этот участок не был нашим. Это Галанчевский район никогда не был наш. Это был чеченский 150 лет. Вот так. Коротко, ясно. Я бегом. Я не могу совершить, как вы совершаете революции короткие сроки. Раз как это перепихон получается, сразу к делу. Так не бывает, там должна быть прелюдия. Поэтому как? Я начинаю с чего-то, потом эту тему иду, потом другая. Это пишет человек вот так. Ужас. Если я вот так, представляете, я бы сейчас 10 книжек издал бы. Просто как это Бузуртана, Нарский опус. По-моему, ингушей там ни при чем были. Это осетине, вот это кабардинцы, вот это оттуда. Кабарда, по-моему, Нарский опус. Нарты, вот это, нарты. Нет, это ингуши, это центр был здесь, это вот я не знаю. Вот я боюсь, волнуюсь, что они украдут этот Шанель номер 5, это женский духоискатель, это из ингушского колодца вот это сделано. Вот такое грубые фальшивки. Все фальшивки. Вот это огромный истин, что как она, даже она сейчас не может его взять. Как она могла его выселку, как они могли его сохранить, и когда тогда человека спасти возможно было. Или вы думаете, солдаты НКВД, вот это, да? Это вы из Гронского музея стащили. Оттуда вы стащили. Или вам кто-то продал за бесценок. А там же вари тоже, это сами ингуши там тоже работают везде. Вот они все, чтобы деньги делать. Джохарду, да, волчьи законы, и все, воруете, хватайте. Все мало. Поэтому вот человек, когда вот мало, все, вот они не могут никак насытиться этой вот свободой, не могут насытиться вот этой безнаказанностью, не могут насытиться в этой вседозволенности. Сейчас они постареют, а потом молодые снова подрастут. И вот их будут отбирать. Вот я поэтому говорю, что с немцами, их тоже отбирали женщин, девушек, мальчиков, красивых парней, вот Третий рейх, вот их отбирали, чтобы делать великую арийскую нацию. Вот то же самое, их отбирают вот эту школу, университетах, они смотрят классы, всегда бывает, в нашем классе тоже была девушка, звали ее Яха, из Гудермеса она была, очень, вот как вот этот, вот, но это тогда она замуж вышла, вот она могла бы, очень хорошо разговаривала, пробивная такая, шустренькая девушка была. И вот они ищут таких пробивных, и вот русский язык все построил, и вот их обрабатывают и пускают. Свободное плавание. Воруйте, формула ингушетии очень проста. Что нехорошо лежит в карман,
Остап Бендер нервно в сторонку курит свою эту сигарету. Он знал 480 способов сравнительных, честных, краще присваивать ожоги, но вот ингуши рекосмели. 1000 случаев, 1000 способов. У них 1000 способов. Вот такие дела. Ой, вот вам пища для размышления. Вот я не знаю, вот молодой Павел, жалко, вот кто-то там говорит, вот если я был бы таким, владея компьютером, интернет, и так сидишь там целый день, вот пользу можно было бы принести для общества. Здесь вот я, одинокий Джессич, какую-то тему выкинул, все сделал, и это обработал, оцифровал, и все дополнил сам своим голосом прекрасным, там дополнил свои эрудиции. Вот это я же не могу сидеть тут за бесплатно, у меня своя работа, целый день сидеть, вам красивую картину, красивую речь. В принципе, я могу, конечно. Я могу. И у меня все есть, диплом, лаптоп, все дома есть, 3-4 компьютера. Я могу. Но зачем мне это? Это же не моя цель. Моя цель, чтобы прекратилось вот это взаимное обвинение, притязание. Это вы, это 9 лет назад, 12 лет назад, 15 лет назад, 20 лет назад, 33 года назад, 40 лет назад. Вы это тогда, в 73-м году, 88-м году, 92-м году, 2000 году, 2004 году. Вот вы в 2009 году, потом в 2012 году, сейчас всплеск в 2018 году. И вот вас вы никак не успокаиваете, товарищи? Успокойтесь, займитесь своими делами, оставьте нас, и чеченцев оставьте, и других народов оставьте, не воруйте их вещи. И вот это, потом, и как у вас, вот сейчас мы против чеченцев оголтелую кампанию, вот где-то книжка, где-то что-то они сами могут фальсифицировать, сами это слово туда вместо чеченцев написать ингуш, и вот это у вас есть основания там утверждать, что вы великая нация, а мы чеченцы никто. А вот сейчас вы это сделать за уровень Чапиевы, русскую другие тоже, скорее всего, книжка Магомед Албогатиев, тоже историки новоявленные. И вот вы напишите книжки, а потом ваши дети будут утверждать нам, чеченцы, видишь, вот это Танзила Заурова, оровка чеченских истингов, вот написала вот это, она дала интервью, это не ваше, это наше, вот это, как это называется? Гибридные методы. Вот у вас гибридные методы. Вот сейчас вы все это пишете, все это мусор, это развитые умы вот этих своих соотечественников специально, что потом через 10-20 лет, будет утверждать вот это, нет. Хорошо, что онлайн великие герои, великие воины. Вы же вот сидите в студиях, можете идти красивый разговор, да. Болтать это бесплатно, это языком молоть, это не надо большого ума, если честно. Не надо большого ума. Вот как вам кажется? Это они неспроста, потому что вот это оголтели эти тетки, вот, которые хорошо шприкают на русском, они не полностью ингуши, выходцы понятно откуда, скажем, с Дарьяльского ущелья. Из Ангушта, вот они все, вот это, Исаак Адзой такой был, Идрис Базург, ну все они. И вот странно, вот это их национализм, их патриотизм, вот это странно. Вам не кажется, что это специально вот так? Специально так молодых девиц выбирает, и смышленыши, их голову всякие, вот это, то, что, вот она тоже глупости рассказывает, то, что Танзил Чапиев рассказывает, это ума
непостижимо. Даже можете опровергнуть девятиклассник. И вот всю эту глупость про чеченский тэп я вообще. У них тэпов нет, у них только ткуми. А у вас что? Вот этот вопрос. Ну, вот такие. Не буду повторяться, потому что из передач в передачи я все это рассказываю. У меня нет цели кого-то оскорбить, кого-то унизить. У меня есть цель вот это вывести на знак вот этих лицов. Они, неважно, они находятся в Азране, в Грозном, в Брюсселе, Париже, Лондоне, неважно, в Берлине. Вот непорядочный человек есть непорядочный человек. Он не рукопожатный. Вот вор есть вор. Он меркантильных интересов он это делает или во благо своего ингушского народа он это делает. Разницы никакой. Конечно, дочь это Идриса Базоркина и это форма ингушей, которые можно, вот единственное, она еще написала бы, можно убивать, если это выгодно, это присваивать чужое, вот это она не написала, все остальное, да, это ничего страшного, если вы лжете во благо. И вот это, они же не лжут, они меркантильный интерес, это утверждается за счет вас. Хорошо, что это колхоз. Назрань с 60-х годов до сих пор городом не может нормально. Поэтому вы постесняетесь из него сделать город и решили построить эту херню. Магаз. Таких, знаю, это ваша столица. Вам не стыдно? Это в России сколько таких городов вообще, а незрачных, провинциальных. Провинциальный город. А можно было же Агас с историей. А потом будет утверждать, что Магасу тысяч лет, потому что она была столицей аланов. Вот где вы, вот где ваша ложь, вот где вы врете. Вот так вы делаете. Сейчас вы потом будете утверждать нашим детям, нашим внукам, будет утверждать, что этому городу Магасу 1000 лет. Потому что это столица Аланы. Вот так вы врете. Ой, я знаю, в такие дела, так что немножко решил, ой, не знаю, ставить копеечку. Не стоит, хорошо. Ой, как я устаю. Сейчас я наговорил, так устал. Я хотел очень много рассказать, но не стоит, конечно. Вот не стоит. Вот, зачем, как Танзила, вот, разбирать по частям. Не надо. Вор есть вор. Вот другие, после этого историки чеченские есть, осетинские есть, писатели, историки. Пусть они это мадам. Вот все есть. Это автор этой книжки говорит, что вы украли у меня все. Вы присвоили себе. И вот автор есть в Турции, имя известно. Кто это сделал, известно. Кто это перепечатал, вот это мадам, тоже известно. И все. Братья, журналисты, я не знаю, расследователи, историки, вот мяч в вашу сторону. Я свое дело сделал. Просто имейте в виду, что вот это неспроста. Эти девицы Гагиева, вы слушали Лейлу Гагиеву? Как она бесцеремонна, как она агрессивна. Вот это то же самое. Это Танзила Чебиева сидит и глазом не моргает. Вот какой-то, вот как будто бы они живые существа, какие-то инопланетные существа, вот с Марса прилетели. И вот так, вот так можно? Это понятно, наши чеченцы это будет оскорблять. Но вот ваши мужчины, это они оскорбляют ложь. Это сегодня они врут насчет чеченцев, завтра начнут врать насчет вас. Ой, хорошо, что не из этой ингушской партии мы. Я всегда буду говорить. Я рад, что я чеченец. Честно, сколько я на свою долю страданий, ничего пережил, ничего страшного. Вот это, наверное, Богом было так написано.
что вот многострадальный народ. Вот эти, какие у них эти потрясения, вот это я хочу знать. Кто их истязает, кто их не могут вот прийти в себя никак. 30 лет, 33 лет, это достаточно, чтобы все, не то, что прийти в себя, достаточно. Многим государствам столько нет. Вот такой маленький ракурс, вот этот неприятный мадам. О, такие дела, радости никакого, конечно, это говорить не хочется, не стоит. Зачем нам это? Зачем мы должны обсуждать их? Зачем их, вот это, им дополнительно балл? Видите, как наши, им тоже это выгодно, что вот они специально, скорее всего, специально методики, чтобы мы ответили, и ответили грубо, вот они вот это добиваются. Я заметил, многие вот такие, вот специально, они могли бы обойтись без этого вранья, но они говорят, чтобы потом кого-то возбудить, чтобы им ответить, а потом они будут предъявлять. Это другие мужчины прибегут их защищать. Вот, да, Танзилу Чабы вы не осудили, она в такие короткие юбки пришла, или итальянцы, я не знаю, там кто-то по национальности ведущий был. Вот такой. Пока-пока, с вами был одинокий Джейсон, святым Николаем всех.